Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Важное послание из вашего будущего. Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте посмотрим, что же это за послание, о чем, да? О чем послание, что важно узнать, услышать из будущего именно сейчас, сегодня. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересное послание. Но давайте начнем с корня рисунка. Сейчас у кого-то из вас есть, как мечта, желание, либо ситуация, где нужно вложиться финансово. То есть вам предлагается, например, пройти какое-то обучение, либо вы решили сами чем-то заниматься и нужны вложения денег. И вы сидите и думаете, вот как поступить, делать, не делать, стоит оно того, не стоит. Смотрите, вы себе передаете такую информацию. Не морочь голову, не трать деньги попусту. То, чем вы хотите заниматься, либо то, во что вы хотите вложиться, оно, во-первых, не окупится, это первый момент. И второй момент, вы не совсем владеете до конца информацией. То есть вы чего-то об этом не знаете. Есть какие-то подводные камни, есть какие-то, сопутствующие ситуации, проблемы. И когда вы вложитесь, когда вы начнете, например, учиться, либо чем-то заниматься, вы только тогда поймете, что не изучили этот вопрос, что не докопались до сути. И результат, знаете, какой идет? Вы просто от этого откажетесь, а деньги будут уплочены, либо деньги будут потрачены. Вот эта ситуация именно сегодняшнего дня. Вот сейчас вы сидите и решаете, нужно вкладываться или не нужно, стоит ли тратиться или не стоит. Однозначно вы себе говорите: чур меня, чур. Понимаете? Не надо. То есть потери, утраты и сожаления, потому что назад уже, как говорится, не вернешь. Я думаю, кому надо, тот услышал. Следующий момент. Ситуация с каким-то мужчиной. Ситуация для вас болезненная. Вы об этом мужчине постоянно думаете. Переживаете, расстраиваетесь. Но здесь такой посыл, что оставил, разлюбил, забыл, я ему не нужна. Девчонки, вы очень сильно ошибаетесь. Да, возможно, мужчина сейчас себя никак не проявляет. Не пишет, не звонит, не появляется. Даже, возможно, прям утрачен контакт. Был человек, и нету. Все, и где его искать? Негде искать. У мужчины есть какая-то, железнобетонная причина на то, чтобы сейчас с вами не общаться. Может быть такая ситуация, что он где-то закрыт, заблокирован, либо все свои силы, все свои знания теряет на решение какой-то проблемы. Этот мужчина в вашей жизни 100% еще появится. Не только появится, он и проявится, и будет действовать. И у вас с этим мужчиной идет прям любовь, роман, страсти, совместная жизнь, совместное счастье. У вас все с ним будет. Не накручивайте себя. Вы страдаете в сегодняшнем дне понапрасну. Да, он может быть виноват, он мог бы вам сказать, он мог бы вас предупредить, он этого не сделал. Возможно, у него просто не было времени. Либо он не хочет, чтобы вы сейчас сидели, нервничали, напрягались и переживали за него. И такие мужчины есть. А у кого-то из девочек отыграется, что с мужчиной вы, в принципе, даже не успели как-то разнакомиться, и симпатия, подмигивание, вздыхание, и тут раз он пропал. И вы такая: показалось, да, значит, все мне показалось, и это все было неправдой.
Все это правда. И с вашей стороны, и с его. Дождитесь своего часа, дождитесь. Тот срок, который вы загадали, вполне мужчина вот успеет все там порешать, доделать и опять появиться, проявиться в вашей жизни. У вас все с ним будет просто идеально. Тьфу-тьфу-тьфу. Девчонки, все, выдыхаем, занимаемся собой, своими делами, своими интересами, а мужчинка к вам придет, вернется, придет, и все у вас будет просто шикарно. Так, еще. Здесь кто-то очень сильно переживает по поводу детей. Дети. Либо вы женщина, которая хотела бы забеременеть, родить, да, вот, то есть вы хотите ребенка, беременность ждете, либо даже какие-то усилия прилагаете, чтобы забеременеть. И вам страшно, грустно и беспокойно, что вот как же так, я же стараюсь, там, партнер мой старается, а беременность не наступает. Смотрите, вот у меня счастливая мамочка, ребеночка на руках подкидывает. Все будет, все будет хорошо. Все замечательно. Не накручивайте себя, не тратьте свои нервные клеточки. Все будет. Живите, наслаждайтесь. Слушайте, живите, наслаждайтесь. Лялечка появится, вам некогда будет. Все ваше время — это кормление, пеленание, там эти прогулки. Некогда будет жить, некогда будет наслаждаться жизнью. Лялечка у вас точно будет. Все, выдыхайте. Если вы, например, бабушка либо дедушка, вернее, хотите стать бабушкой или дедушкой, и уже прям плешь пробили в головах своих детей, когда же будет внук либо внучка, все будет. Смотрите, ребеночек на руках, еще нанянчитесь, все хорошо. Если вы, например, по какой-то причине не можете общаться со своими детьми, либо видеться со своими детьми, там, будь то маленькие, будь то взрослые, все в жизни бывает. Да? Бывает так, что женщина остается одна, ребеночка нужно на ноги ставить. Она передает мамочке своей, да, и едет на заработки. Бывает так, что мужчина, например, развелся, а вот женщина ему прикрыла вход-выход к ребенку, и он переживает. Здесь вот ребенок на руках, все будет замечательно. Договоритесь, наладите контакты, либо женщина сможет видеться со своим ребенком, да, заработает денежку, ситуация улучшится, вернется и будет жить со своим ребенком. Все, не переживайте за это. Это вот, смотрите, в правой стороне, это прям судьба. Судьба вам быть с детьми, с внуками, рожать, да, все будет замечательно. Так, еще с левой стороны. С левой стороны у вас какая-то хитрая, коварная подруга. Под простушку косит. Знаете, такие вот типа, а я простая, жду трамвая. Вот такая женщина. Вы ее почему-то вот как жалеете. Жалко вам ее, да? Вы думаете, ой, жизнь тяжелая, ой, она глупенькая, ой, то, ой, все. А она такая хитрая бестия, там клейма негде ставить. Там, знаете, как и Крым, и Рым, и медные трубы. Все уже прошла. Все прошла, все знает, везде побывала. Вот такая в любую дырку залезет. Понимаете, как эти осьминоги, да? В любую там емкость могут залезть, поместиться. И вот она такая. Вы ей не доверяете. Вы ей про себя не рассказываете, секретами не делитесь, сокровенным не делитесь. Она ведь всю эту информацию не просто запоминает, даже, возможно, записывает, понимаете? И я не удивлюсь, если записывают, например, там на на телефонах вот запись, да, диктофон, по-моему, называется. Запросто может. Она вам такую свинью может подсунуть, девочки. Знаете, как спаси и сохрани. Я закрою, конечно, этот участок песка, но тут такое яркое предупреждение, что не болтай, не жалей, не открывай свою душу, иначе в нее нагадят. Вот. Потом сама же будешь себя винить, либо сам себя будешь винить. Мужчин, вас это тоже касается, просто на себя переворачивайте. Человек, который косит под дурочку, либо дурачка. Простой, а на самом деле, еще та змеюка. Страшный человек. Страшный. И, кстати, вам уже звоночки были по поводу этого человека. Были. Даже свои мысли. Вот какие-то мысли были. Ой, странный человек, да. Ой, как-то нехорошие там речи ведет. Может, о ком-то говорила. Делайте правильные выводы. И, во-первых, развязывайтесь с этим человеком. Во-вторых,
Про себя не болтайте. Не болтайте. Знаете, раньше были такие эти: не болтай, соблюдай режим тишины. Да, ну, правильнее сказать гигиену, да, гигиену в общении. Близко не подпускайте, близко не общайтесь. Свое сокровенное не рассказывайте. Так, еще, смотрите, какая у меня тут шикарная дама стоит. Ну, просто заглядение. А на левом плече, смотрите, у нее тут птица мудрая сидит. Женщина не только красавица, фурор производит, взрыв мозга, так она еще и мудрая, она еще и умная. Смотрите, а в ногах месяц, в месяц. Ох, девочки, какая же вы станете. Ах, я смотрю, аж дрожь берет, понимаете, дрожь. Шикарная женщина, хозяйка положения, хозяйка своей жизни. Вас мужики просто вот облеплять будут. Облеплять. Вот как хотите. Хотите верьте, хотите нет. Ну, проверите. Вы проверите. В свой загаданный срок вы это все проверите. Проходу не дают, под ноги кидаются, госпожой называют. А у кого-то отыграется из девочек. У вас такой статус прям, что вам люди кланяются. Уважают, кланяются. Вот что идет. И вы своими ручками, да своей светлой головушкой вы себе сами этот образ создадите, путь себе к этому проложите. Сразу хочу сказать, что у некоторых отыграется момент истинной славы. Слава, популярность, когда о вас говорят, когда там, не знаю, сюжеты в новостях показывают. То есть, понимаете, человек становится популярный. Это не у всех отыграется, у единиц, но тем не менее. Так отыграется. А так красота. Вы начнете цвести вот по-настоящему. Станете такой, как вас задумывала природа, да еще и лучше. Вы еще себя тут прокачаете, полный апгрейд проведете. Кто там себя уже со счетов списывает? Зря, зря, ой, зря. Вам еще покорить весь мир. Да, покорить свое пространство, да, кто вас там окружает, там, взорвать информационное пространство, стать известной и узнаваемой личностью, а кто-то публичной личностью станет. Ну, просто красиво. Вы знаете, я вот смотрю на это, ну, вот, смотрите, какая фигура, какая голова, прическа, наряд. Еще это мудрая птица. Ну, ох, девочки, ой, мурашит меня. Ох, какая же вы классная. Очень хочется вас увидеть. Знаете, вот прям такая мысль, что как бы увидеть. Хочу вас увидеть вот именно в таком амплуа, в таком образе. Какая вы будете счастливая, довольная. Знаете, как вот чего хотела, то и получила. Все свои планы реализовала. Да? Всем и все, как говорится, показала, доказала. Да, вот такая прям красавица, красавица. Если смотрят меня мужчины, мужчина, вот он, ваш счастливый случай. Эта женщина войдет в вашу жизнь невероятной красоты, умная, мудрая, интеллигентная, интеллектуалочка. Хватайте, берите и в ЗАГС. В ЗАГС, понимаете, это такая драгоценность. Вас Боженька очень любит, дает вам такую шикарную женщину. Она вам не только любимая будет, не только любовницей, она вам будет самым лучшим, самым добрым и самым преданным другом. Представляете, такую женщину вам высшие посылают. Посылают за ваши страдания, мужчины. Не знаю, что вы там страдали, мне не показали, но в награду вам дают такую шикарную женщину. Она вас полюбит, и вы ее полюбите. Как говорится, мир да любовь. Я за вас, мои хорошие мужчины, рада. Знаю, что меня смотрят. Мало, конечно, но смотрят. Вот вам и предсказания. Да. Это не одна на всех. Не одна. Нет, у каждого будет своя императрица, своя шикарная женщина. Вам счастливыми стать в тот срок, который вы загадали. Так, идем дальше. Птицы улетают влево. Тут даже больше не птицы, какие-то самолеты. Птицы, самолеты. Что-то большое. Что-то большое.
знаете, вот что-то у вас очень идет такая информация, да, что вас что-то сильно тревожит в сегодняшнем дне. Какая-то информация, какие-то, может быть, бумажные проблемы, знаете, вот эти деловые переписки, а может быть, даже какие-то судовые дела, какие-то решения по вашим вопросам, эти бесконечные там отказы, отписки, опять же, новости тревожные, кому-то что-то может угрожать. Ну, все в жизни бывает, да. Вы все разные, у каждого своя вот такая птица-самолет. Улетает влево. Знаете, как отходит, отступает. Это говорит о том, что ситуация будет решена. Идет даже как освобождение от всей этой ситуации. Понимаете? В загаданный вами срок идут хорошие новости по поводу этой ситуации. То есть птица начинает улетать. Вылетать из вашей жизни, улетать из вашей жизни. То есть ситуация начинает решаться, разрешаться и идти к логическому завершению. Но вы себя очень уверенно почувствуете. Вот прям понимаете, что да, я на финишной прямой. В загаданный срок это финишная прямая. За загаданным сроком это уже окончание этой ситуации. Тревог станет меньше, переживаний станет меньше, спать станете лучше. Это хорошо. Это хорошо. Так, здесь у меня человек строит стену. Строит, создает, ваяет стену. Стена. Но кто-то действительно займется строительством. А кто-то прям начнет обустройство собственного жилища, собственного дома. Либо нового жилища и нового дома. Да, может быть, оно и не ваше собственное, но тем не менее, да, вы переселитесь куда-то, переедете, там, найдете хорошую квартиру, дом, и вы занимаетесь обустройством. То есть, если в сегодняшнем дне у вас был вопрос именно по тому, будет ли у меня жилье, свое жилье, либо там арендное, либо где-то я там устроюсь, пристроюсь, но так, чтобы вот сам с собой жить там с семьей, то да, ответ да. Вы себе говорите, не переживай, не переживай, ты занимаешься обустройством собственного дома. Причем есть возможность хорошо обустроить дом, либо обустроиться в принципе в этом месте, на этом месте, да, в этом доме. И это очень замечательно. То есть вопросы по жилью, по аренде, по переездам, перемещениям, они все очень удачно разрешаются. То есть вы в загаданный срок уже занимаетесь обустройством. Это хорошо. Так, еще. Здесь у меня какой-то человек вернется. Смотрите, у одних отыграется, что вернется уже на постоянно, а у других отыграется, что приедет, как, не знаю, в гости, на побывку, а потом опять уедет. Но время, которое вы проведете вместе, оно такое счастливое, оно такое радостное, очень приятно. Приятно вы будете проводить вместе время. И отпускать, например, вы этого человека будете с легкой душой. То есть будете знать, что да, вернется, все хорошо, все замечательно, там ничего не грозит, ничего не происходит. То есть человек поедет, там, может быть, дела завершит и опять к вам приедет. У кого-то из девочек отыграется, что мужчина издалека едет. То есть, возможно, это мужчина, с кем вы общаетесь в интернете. Мужчина вот прям на крыльях любви, смотрите, как такой прекрасный голубь летит к вам, летит в вашу жизнь. Ну, с благостью, девочки. Если вы раньше никогда не виделись, ну, ваши ожидания, они просто ни о чем. Вот, по сравнению с реальностью, когда вы увидитесь. Во-первых, вы будете друг другу безумно рады. Во-вторых, вы, например, друг другу покажетесь гораздо лучше, краше и привлекательнее именно в живой жизни. В реальной жизни, да, не в живой, в реальной жизни. И это просто, ну, любовь. Любовь любовная, и вы не захотите расставаться. Вы и договоритесь, и обговорите, и какое-то решение даже примете. Просто замечательно. Так, и еще, кто у меня не верит в чудеса? Здесь есть люди, которые уже ни во что не верят, даже не только в чудеса, в принципе, да, в хорошее, светлое будущее. Вот пессимисты, напишите в комментариях, я хоть на вас посмотрю. Кто такой человек? Либо люди даже, может быть, да, это может и не один человек такой. В тот срок, который вы загадали,
с вами произойдет какое-то чудо. Чудесная ситуация, там не везение, не удача, а именно чудо. Чудо с вами произойдет. Знаете, тут высшие проявят к вам свою любовь через вот это чудо. Я не могу сказать конкретно, в чем будет эта ситуация, но я могу сказать, что чудо в вашей жизни произойдет. Вот когда вы сами своими глазами все увидите и скажете: чудо, спасибо Создателю, это было чудо. Вам идет прям такой сильнейший знак, что вас высшие любят, за вами наблюдают и вас, как говорится, в трудную минуту не оставляют. Вы в этом убедитесь 100%. И, кстати, вы немножечко поменяетесь в плане, ну не знаю, посерьезнее что ли станете, относиться ко всему мистическому, сверхъестественному и, опять же, божественному. Да, кто-то прям уверует уже по-настоящему, либо больше будет полагаться на высшие силы, больше будет доверять высшим силам. Знаете, вот идет такая информация, что вы много хороших дел сделали, но добра в жизни никогда не видели. Вот как-то так мне идет. Это очень грустно. И, возможно, вы в последнее время начали как-то думать о том, что все это выдумки, что да, так не бывает. На добре как далеко не уедешь, да, люди просто пользуются, даже спасибо они говорят. Хотя вы не ждете, вы не ждете, но вам просто немножечко обидно, что люди забывают быстро. То есть, когда кому-то надо, вы прям даете, делаете, причем в самые сжатые сроки. А когда вам, например, что-то понадобится, люди отворачиваются, отнекиваются, морозятся. Да, много добра вы сделали. И вам вот идет это чудо. Чудо в знак того, в доказательство того, что все ваши добрые дела, они все отмечены высшими силами. Все вот до единого. Может, люди неблагодарные, но высшие силы все видят, все знают, и все уже везде вам там отметили, записали. Все ваши благие дела. Чудо 100% произойдет. Чудо чудное, диво дивное. Вам на благость, на радость, во спасение. Так идет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.